Нашелся потерянный таджикский полковник, командир ОМОНа МВД Таджикистана, кавалер орденов и медалей, 40-летний Гулмурод Халимов. Еще в начале мая СМИ сообщали о таинственной пропаже Халимова, который несколько дней не появлялся на работе, не отдавал распоряжения подчиненным и вообще не давал о себе знать. Позднее прессе удалось узнать, что командир ОМОНа долгое время собирал всю доступную информацию в интернете об исламском государстве, его идеологии и боевой структуре. Полковник даже начал открыто призывать знакомых выступить с ним заодно в деле присоединения к боевикам. В итоге оказалось, что Халимов собрал небольшой отряд из 10 человек и вылетел с Таджикистана сначала в Москву, а затем, очевидно, в Турцию, чтобы уже сухопутным путем пересечь границу Сирии. Как и предполагалось ранее, полковник примкнул к боевикам исламского государства, о чем он сообщает сам, снявшись в пропагандистском ролике, рассказывая о прелестях жизни в Сирии и пути, благодаря которому он пришел в новый халифат. Хронометраж ролика составляет 12 минут 20 секунд, в течение которых Гулмурод Халимов заявляет, что встал на этот путь из-за несогласия с политикой МВД Таджикистана в отношении религиозных свобод граждан и прав таджикских женщин носить исламскую одежду. Вот я помню, когда совещание у министра МВД Республики Таджикистан, генерал-лейтенанта, там было одно высказывание начальником уголовного розыска Назар Кудрату, что готовить девушек в хиджабах, представьте, готовить девушек в хиджабах, и снимать документальный фильм про них, как они пьют водку с мужчинами, как ходят в речку, как занимаются прелюбодеянием открыто. В основной части видеоролика экс-командир ОМОНа сидит на фоне пальмы и держит в руках снайперскую винтовку. Рядовой зритель наверняка обратит внимание на высокое качество ролика, снятого несколькими камерами с различных ракурсов и высокий профессионализм операторской работы. Так как ролик снят в нескольких местах, вторая часть видеообращения записана на фоне реки, а рядом с полковником сидят еще трое молодых мужчин, которые тоже держат автоматы. На видео слышен звук призыва на молитву азан. Тем временем довольно странным выглядит позиция официальных властей Таджикистана, которые никак не комментировали происходящее, то ли пытаясь замолчать скандальную историю полковника, то ли просто не обладали никакой информацией. Когда уже отмалчиваться стало просто неприлично, руководство МВД и Генпрокуратуры заявило, что ведет расследование относительно пропажи высокопоставленного офицера, подтвердив тем самым отсутствие у силовиков какой-либо информации о командире ОМОНа. Мы попытались взять официальный комментарий МВД Таджикистана, однако все наши попытки дозвониться до пресс-секретаря министерства оказались тщетны. И тем не менее, своим видением просмотра данного ролика и о ситуации вокруг выезда полковника в Сирию мы поговорили с экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым. Я полагаю, что видеообращение полковника Гулмурода Халилова, командира таджикского ОМОНа, абсолютно аутентичное. Это не подделка, во-первых. Во-вторых, сделал он видеоролик весьма профессионально, и я бы сказал даже художественно. В-третьих, явно, что этот полковник говорит вещи, которые для него кажутся очень важными, и говорит он это искренне, и не делает это под дулом пистолета, как это делают иногда, к сожалению, трагические находящиеся в трагическом положении заложники, которые говорят свои последние слова, а потом им отрезают голову. Это, я бы сказал, документ эпохи. Здесь все очень довольно сложно. Если вспомнить, что полковник Халилов обязан своей карьере в Таджикистане никому иному, как сыну президента Таджикистана, Рустаму Эмомали, то это говорит о многом. Рустам Эмомали, получивший сегодня неограниченные полномочия и уже прослывший как бы кронпринцем таджикским, который надеется наследовать своему отцу власть, пользуется неограниченными полномочиями, повторяю, и, видимо, начал создавать свои силовые структуры, в которых полковнику Халилову было предназначено значительное место, поскольку этот человек с боевым опытом, утверждает, что он принимал участие в боевых операциях на Памире 2 года назад, очень умело руководил этими операциями, грамотно расставлял бойцов, снайперов, и сам по характеру очень бесстрашный, дерзкий, отважный человек, с выдающейся, даже это видно по этому видеообращению, харизмой, который действует на людей, на подчиненных. Не знаю, почему вот так решительно он принял решение уйти в исламское государство, допуская, что он действительно был глубоко оскорблен теми преследованиями, которым подвергаются в Таджикистане мусульмане, ограничением их, так сказать, прав на ношение хиджаба, на оскорбительные, он рассказывает подробно, на оскорбительные изготовления
чудовищных подделок в отношении мусульманских женщин, которые обвиняются в проституции. И это подделки показываются по таджикскому телевидению. Запрет, здесь можно вспомнить о запрете совершать намаз, о запрете детям посещать мечети. Если таджикские власти будут на это реагировать так же неразумно, как они пытаются ограничить влияние, так сказать, ислама в традиционной жизни таджиков, то есть они сейчас начнут преследование родственников, они начнут снимать с своих постов каких-то начальников, имевших или друживших, так сказать, имевших отношения с полковником, либо друживших с ним. Они начнут еще больше говорить о том, что все мусульмане могут быть террористами, поэтому нужно запретить все признаки следования традициям. Это может привести к тому, о чем предупреждали уже давно, к краху режима, который сам роет себе могилу. Тем временем один из старейших политиков Таджикистана, лидер коммунистической партии Шадиш Абдулов, заявил, что в демократическом государстве при таких предательских инцидентах, какое совершил командир ОМОНа, не только министр внутренних дел, но и руководство всего силового блока должно было бы подать в отставку. Я возмущен такой кадровой политикой властей, поскольку вопрос касается безопасности целого государства, в том числе и руководства страны. Безусловно, все это будет очень негативно влиять на общество. На видеоролике человек в открытую угрожает правительству Таджикистана и Таджикистану в целом. Правительство должно сделать исчерпывающие выводы относительно того, как в правоохранительных органах оказался такой офицер. Невозможно, чтобы такой человек мог быть изначально чистым, а потом превратиться в радикала и исламиста. Также я считаю, что президент должен четко определить свою позицию по данному вопросу, поскольку ситуация очень серьезная. Кроме всего прочего, полковник в своем видеообращении яростно осуждает Соединенные Штаты Америки. Как так получилось, что высококлассный таджикский офицер, еще недавно входивший в элиту силового блока правительства, столь резко разочаровавшись в своей блестящей карьере, примкнул к боевикам ИГИЛ? Чья заслуга, что 40-летний Гулмурод Халимов ушел к боевикам? Изысканные работы миссионеров нового халифата или все-таки провальная политика властей в отношении религиозных свобод, которая не оставляет для граждан выбора иного, как стать радикалами? Ну, первое, что бросается в глазах, опять достаточно такая высокопрофессиональная постановка, рассчитанная на эмоции, то есть сплошные идут эмоции, то есть она рассчитана на массы. Но у меня первое, что бросается в глаза, если для человека рационально мыслящего, не эмоционально, а рационально мыслящего, первое бросается в глаза, кому это нужно. Мы знаем, что уже многие сотни таджиков, которые бежали в этот счастливый халифат, давно уже положили непонятно за что свои головы. И, естественно, ни в коем случае никакое оружие. Ну, необходимо образование, развитие. Если таджикский народ, таджикские люди хотят реально, то они не должны думать об автомате. Вот. А они должны в первую очередь заняться своим самообразованием, развитием, задуматься о том, если они сами не могут учиться, они должны выучить своих детей. Да, они пусть работают на каких-то непрестижных работах, но самое главное, их будущий народ Таджикистана, это в образованной элите. Тем временем, вчера в Москве обсуждалась тема угрозы безопасности миру, созданной Западом эскалации насилия и хаоса на Ближнем Востоке. Конференция под таким названием была организована Всемирным движением по созданию Организации Объединенной Мусульманской Уммы. Участники отметили, что Запад использует СМИ для очернения исламской культуры. По мнению собравшихся, именно для достижения такой цели спецслужбы Запада сами финансируют создание различных террористических движений. Сегодня, к сожалению, ислам и мусульманские народы стали основными заложниками той геополитики, которая сегодня и, в принципе, жертвами, которая сегодня разработана в больших кабинетах. Вот. И здесь упоминали и США,
граждане, в принципе, достаточно умело используют вот этот исламский фактор и таким образом создают такой образ мусульман, мусульманских народов, как народа-террориста, экстремиста.